В первом полугодии Минстроем Ингушетии заключено 19 соглашений о предоставлении республике субсидий из федерального бюджета, в соответствии с которыми ведется строительство 65 объектов на общую сумму 8 миллиардов 353 миллиона рублей, сообщил руководитель ведомства Микаил Балахоев. Из этих объектов в рамках 5 национальных проектов строится 29 на сумму 4 миллиарда 821 миллион рублей. Речь идет о 17 школах, капитальном ремонте 16 общеобразовательных учреждений, строительстве 13 детских садов. Как доложил Микаил Балахоев, до конца года из 65 объектов необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию 56. В том числе по национальным проектам 21 объект. В рамках национального проекта здравоохранения ведется строительство 4 объектов. Лимит средств на 2023 год – 149 миллионов рублей. Срок ввода медучреждений в эксплуатацию – декабрь 2023 года. В сентябре запланировано досрочное открытие Кантышевской больницы. В рамках программы развития дошкольного образования предусмотрены средства в размере 1 миллиарда 700 миллионов рублей на завершение строительства 13 детских садов. По графику срок ввода – декабрь 2023 года. Срок ввода ФОКа в Сунже также декабрь 2023 года. Физкультурно-оздоровительный комплекс в сельском поселении Барсуки откроют в будущем году. Кроме того, Ингушетии в этом году выделены средства на продолжение строительства очистных сооружений с канализационным коллектором протяженностью 20 километров для 3 населенных пунктов. 65 объектов, 16 школ. Это сейчас идут строительства. Да. Вот именно 17 школ. В 2023 году у нас соглашение заключено на 65 объектов. Маленькие, большие. 5 объектов здравоохранения. Это что? 5 объектов здравоохранения – это амбулатория, это Кантышевская больница, это инфекционный блок, это поликлиника, ШФАП. И мы до 31-го закончим. Мы все эти объекты должны в этом году сдать. Из них вот 50. Мы сдадим их или должны сдать? Ну и все, значит, плюс 13 детских садов. Это тоже. Это тоже плюс. Да. Так, инженеры сети. Объекты этого года – это очистные, чистая вода. Мы полностью выполняем в этом году, заканчиваем. Норматив? Да, полностью. Лимит который, да? Да. Это 442 и 242. Чистая вода 242, 442 – это очистные сооружения. Так, объекты культуры. Объекты культуры уже досрочно мы даем 2 уже на оформление. Это Датых и Гайбекюрт. Да, 2 Дом культуры. Дом культуры. До 1 сентября мы все 4 объекта сдаем. 5 здесь. 5 объект Карбулаки. А там что? Капремонт. Ну, закончили? Да, конечно, мы почти заканчивали. Ну все, вот это плюс, да? Да, все сдаем. 2 спортивных объекта, это Барсуки и Сунжа. Это в этом году один у нас переходной, а Сунжа сдаем. Но сегодня ведутся переговоры, там дохнут они нам 40 миллионов на Сунжа, 3 тысячи. Дополнительно? Да. 2 объекта Минтруда что? Минтруда – это дом ветеранов и Малгобек, дом социального обслуживания. Малгобек. Да. Мы строим уже начали. Его не было раньше у нас? Да, не было. Сколько мы ремонтируем школ? 16? 16 школ – это 19 строений.